Привет, с вами Вуван. Нам столько нужно вам рассказать, вы просто не представляете. Так что без лишних слов устраивайтесь поудобнее. Меня зовут Валерия Голубева, и в этом выпуске. Первокурсники-журналисты в деле. Репортаж о кинопоказе Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Open. Пара слов о субботниках, чистоте и красоте. Как прошел День Института социальных технологий и кто же в этом году поборолся за призовые места на конкурсе слова поэта. Наши первокурсники-журналисты прошли боевое крещение и сделали свои первые репортажи. Большинство из них вы можете увидеть в нашей группе, но вот один мы хотим представить вам уже сейчас. В прошедшие выходные в Республике Коми прошел киномарафон с бесплатными показами авторского кино. Более 500 зрителей посмотрели фильмы, получившие награды на 5-м международном фестивале стран Арктики Arctic Open. Киномарафон в Сыктывкаре стартовал с лекции Егора Москвитина. Кинокритик рассказал, в каком состоянии кино подошло к 2022 и каким оно будет после этого года. Егор отметил, что кино стало более глобальным. Если раньше почти все фильмы в прокате были американскими, то сейчас в топе Netflix 7 из 10 картин сделаны в Испании, Германии, Корее и так далее. Через лет 5-10 что-то новое родится, потому что уже стало стыдно говорить про авторское кино, что оно авторское. То есть это означает, что люди недостойны его, что ли, что типа есть какие-то массы, да, вот, и они не поймут. Это не так. Каждый человек может понять все, что снимается в кино, потому что это сделано другим человеком. Так что я думаю, что мы будем все больше дрейфовать в сторону общего человеческого кино. Рано думать, что наше кино изменится как-то идеологически. Скорее всего, оно будет таким же, как и год назад на кинотеатре. Вот, хорошо это или плохо, мы пока не знаем. Вот, но главное, что кино остается. Киномарафон – это эхо международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Open. Традиционно зрителей знакомят с новыми фильмами конкурсной программы. В этом году показы уже прошли в Архангельской области, Республике Коми и Санкт-Петербурге, а впереди еще Псковская и Свердловская области. Проект спонсирует Президентский фонд культурных инициатив. Благодаря этому любой желающий может посетить фильм бесплатно. Вообще, как раз вот такие акции, такие кинодни, они продвигают авторское отечественное кино. Они зрителю позволяют нам с вами осмыслить, добиться понимания, что такое сегодня современный авторский кинематограф. Основной площадкой киномарафона стал кинотеатр «Рублеон». Участники фестиваля привезли 4 полнометражных картины. Мы с вами отправимся на фильм «Второе солнце». Комедия-мелодрама о татарской деревне в Сибири, где язычество переплетается с реальной жизнью. Совсем, что ли, а? Что сестра твоя дура? Что... Венерка! Кроме показа фильмов, прошли творческие встречи с актерами, режиссерами и продюсерами. Фильм «Второе солнце» представляла актриса Светлана Баженова. Она поделилась, что в фильме правда, а что вымысел, и призналась, что впервые посмотрела фильм целиком только сейчас. В процессе, конечно, я кайфовала, мне казалось, что все супер круто и вообще... Как бы, блин, это так приятно несколько раз прокатиться на крыше машины, несколько раз порыдать, несколько раз там, изобразить истерику. Ну, это же все замечательная актерская профессия. Считаю, что за региональными площадками большая роль, да, большая задача воспитывать, собственно, зрителя, приучать его к походу в кино, к диалогу. Помимо показов в столице Республики Коми, эхо Arctic Open добралось и до районов. Фестивальные фильмы показали жителям Усть-Кулома и Визинги. Мария Дымова, Алексей Баталов, специально для Вувна. Ну что, грабли в руки и на субботник? Да-да. Между прочим, если вы еще не в курсе, то в университете и общежитиях уже началась уборка территорий. Так что давайте, наконец, поможем зазеленеть траве и распуститься цветам. Ведь чистота – залог здоровья и красоты. Субботники в СГУ проводятся ежегодно в обязательном порядке. Исключением стал лишь 2020 год. Из-за пандемии эту традицию пришлось отменить. Однако с 2021 года преподаватели и студенты вновь выходят на уборку территории университета. В период весеннего таяния снега мусора выходит много. Надо помочь приблизить весну, убрать скопившуюся кучу снега, разбить лед, чтобы наша территория, находящаяся в центре города, все-таки приобрела красивый вид. В этом году субботники начались с 22 апреля. Первыми на генеральную уборку вышли сотрудники главного корпуса университета. Работники вооружились лопатами и граблями и убрали мусор и не растаявшие кучи снега.
Каждый человек должен убирать. Во-первых, не надо мусорить, это во-первых. А во-вторых, за собой необходимо убирать. И каждому человеку, если вы мусорите. На этой же неделе прошли субботники около 1, 2 и 8 корпусов. Оставшиеся территории уберут с 6 по 20 мая. Также на субботники выйдут те, кто проживает в общежитиях. Более подробно с графиком можно ознакомиться на сайте университета. Богдана Акопян, Александр Кочкин, специально для Вовна. Будь собой, остальные роли заняты. Под таким девизом прошел День Института социальных технологий. А что это значит и что там было, скорее смотрите в сюжете. День Института социальных технологий – это ежегодное мероприятие. Правда, в этом году праздничный день вместил в себя сразу два торжества – День института и выпускной для студентов. У нас ежегодно проходит День института, и в этом году мы решили объединить выпускной и День института с таким весенним началом, чтобы выпустить ребят в теплую погоду, в новую жизнь. Встречает наш праздник, День института, в этом замечательном зале. Помимо торжественных речей и благодарственных слов, на концерте зрители увидели выступления музыкальных и танцевальных коллективов. По словам организаторов, в создании праздника участвовали все курсы. Кто-то готовил декорации и стенды, а кто-то творческие номера. Мы готовили сценку, учебный день глазами студентов. Показали моменты, которые наши, местные, так сказать, локальные, которые связаны с нашими преподавателями, и показали нашу, так сказать, ситуацию, в которой мы находимся, и все это обыграли шуткой. Зачет. Почему в таком виде? Совсем, что ли, попутали? Мои впечатления очень замечательные, хорошие, позитивные. Мне все очень понравилось. И, в общем, все супер. Валерия Голубева, Полина Холодова, специально для Вовна. В этот четверг в камерном зале 2 корпуса после 2 лет паузы конкурс «Слово поэта» вновь открыл двери для талантов Сыктывкара. Участники смогли не только прочитать свои произведения на публику, но и побороться за призовые места. Подробнее в сюжете Егора Денисова. Жди меня, если хочешь, не жди. Просто медленно кури на балконе. На оголенных проводах сидят воробьи. Поймай их, если сможешь. «Слово поэта» — это поэтический конкурс для тех, кто только недавно решился открыть свое творчество публике. В этом году участвовало 10 человек. Начался конкурс с напутствия председателя жюри Андрея Попова. Затем каждый участник прочитал по 2 произведения собственного сочинения. В своих работах ребята затронули темы личных переживаний, любви, природы и родины. Вообще хочется просто какого-то комьюнити, именно поэтического, потому что сейчас... поэзия — это одно из тех направлений, которое может останавливать человека и заставить его оглянуться вокруг, посмотреть, что происходит с этим миром, да. После выступления всех участников организаторы провели открытый микрофон. Любой желающий смог поделиться своим любимым произведением и прочитать его со сцены. Также во время перерыва разыграли приз зрительских симпатий. Мне кажется, нам нужно проводить больше таких мероприятий, вылавливать больше студентов, которые, может, стесняются, может, не хотят показывать на публику. Им нужно показать, что их талант также ценен и важен для всех нас, как и все остальные. Нужно не бояться своего творчества и дарить его миру. Стоит отметить, что жюри конкурса заранее знали тексты, которые будут зачитываться. Это сделали для того, чтобы судьи смогли объективно оценить именно смысловое наполнение текстов, а не поддаться визуалу и подаче. Из ничего, из пусто ты, явился взор великий, и в той тиши, великой тьме, забрежил свет безликий. По результатам конкурса 3-е место занял второкурсник Института гуманитарных наук Никита Ворожбянский. Серебро досталось студенту 2-го курса Института истории и права Никите Бондаренко, а победила первокурсница Института культуры и искусства Татьяна Ладыгина. Приз зрительских симпатий же присудили филологу 2-го курса Института гуманитарных наук Игорю Куракину. Знаете, у меня появилось желание чем-то поделиться с этим миром, с людьми, которые здесь будут. И поэтому я пришел сюда, чтобы дать частичку своей души зрителям в этом зале. Всем участникам вручили памятные призы. Завершилось мероприятие совместной фотосессией и беседой в дружеской обстановке. Егор Денисов, Александр Кочкин, специально для Вовна. Вроде все рассказала, ничего не забыла. На сегодня все. Кстати, мы ненадолго с вами расстанемся. Майские праздники ведь впереди.
Но не забывайте следить за нашей группой во ВКонтакте, будет очень интересно. Всем пока-пока и хороших выходных. Всем пока-пока и хороших выходных. Отлично. Так, 29 число. Последний рабочий день у нас пустует. Есть идеи? Так, ну 29-го Всемирный день желаний. Можно на этот счет что-нибудь придумать. Ну, можно, например, снять гайд, как сделать маленькую досочку желаний. Окей, берем. Только доску нужно найти. Ща! Я пас. Стоять! В гайде принимают участие все. Егор за главного. Главная визуализация. Яна. Олег. Лера. Андрей. Богдана. Феликс.